У нас в парламенте депутаты выразили разные точки зрения. Да? Кто-то требует компенсацию за ущерб от Украины, а кто-то называет войну, которую Украина ведет, священной, и говорит, что, естественно, мы не должны никакие деньги от них требовать. Они выбирают ту стратегию, которую сочтут сами необходимыми для защиты своей страны. Вы как считаете, о чем говорит эта дискуссия между депутатами? Можем ли мы говорить о том, что это столкновение пропутинских и антипутинских настроений внутри нашей политической системы? На самом деле хорошо, что дискуссия такая началась, и очень хорошо, что Ермурат Бапи выступил, потому что он высказал точку зрения большинства казахстанцев, которые на самом деле считают, что не Украина начала войну, не она начала первой обстреливать мирные города и инфраструктурные объекты, а именно Россия. И поэтому Украина, как страна, которая защищается от агрессора, имеет полное право наносить ответные удары, опять для того, чтобы поддерживать свою боеспособность и обеспечить свою безопасность. То есть, конечно, когда послушаешь некоторых казахстанских депутатов, возникает такое ощущение, что их могли импортировать из Госдумы. Но в любом случае, хорошо, что у Ермурата Бапи была такая точка зрения по этому поводу. Тем более, что касается КТК, и вот этих всех обвинений в адрес Украины, мне кажется, здесь просто нужно включить мозги и посмотреть статистику. В 2024 году Казахстан занял второе место как основной поставщик нефти в Европу. На первом месте были США, на третьем — Саудовская Аравия. То есть Казахстан, да, один из крупнейших поставщиков нефти в Европейский Союз. Европейский Союз является важнейшим партнером Украины, особенно сейчас на фоне осложнений США. Украина хорошо понимает, что Европейскому Союзу нужны поставки нефти, поэтому только дурак может представить, что кто-то целенаправленно начнет наносить удары по инфраструктурному объекту, который очень важен для Европейского Союза. То есть поэтому на самом деле, если удары были, то были очень случайные,